«Я вижу Землю, она так прекрасна». Это первые слова Юрия Гагарина, прозвучавшие в прямом эфире с орбиты. Больше 60 лет назад космонавт номер 1 рассказывал, что чувствовал перед стартом всеобщее напряжение всех, кто собрался на Байконуре, и ему хотелось приободрить этих людей и заставить их улыбнуться. Эта идея сделала одно очень простое слово самым популярным в стране и, возможно, в мировой космонавтике. Как вспоминал Гагарин, когда включились двигатели, когда ракета начала подниматься со стартового стола, чтобы разрядить напряженную обстановку, он постарался бодрым, обыкновенным голосом сказать «Поехали!». На календаре 12 апреля, и это утро Якутии. В студии Павел Танин и Дарья Анкехова. И мы, конечно же, в первую очередь поздравляем всех наших любимых телезрителей со Всемирным днем космонавтики. Днем, который стал одним из самых значимых в истории развития человеческой цивилизации. Паша, несомненно, конечно, этот день ознаменовал начало вообще изучения всего космоса. Ну и, конечно, вдвойне приятнее, что это сделали мы. Ну да, я, в принципе, за всю космонавтику всегда рад, потому что человечество поняло, что космос, возможно, оно и не факт, последняя граница нашего сознания. И мы его изучаем и будем, дай бог, изучать. Вообще о космосе сегодня будем говорить, но помимо этого и другие интересные темы нас ждут. В ближайшие почти что час оставайтесь с нами, и день у вас обязательно пройдет замечательно. Ну а по традиции мы чуть-чуть попозже расскажем о погоде, расскажем еще об одном интересном празднике, потому что, несмотря на то, что космос активно изучается, главным космическим объектом для большинства землян, конечно же, является, что правильно, Солнце. Оно дает нам тепло, радость и так далее. И не все знают, что из солнечных лучей можно сплести все, что пожелаете. Особенно сегодня, в день плетения из солнечных лучей. Ну вот, например, из солнечных лучей вы можете сплести кружева счастья и радости. Или связать завитушки маленьких безобидных шалостей и хорошего настроения. Солнечные лучи можно вплетать золотыми нитями в свой материальный мир, создавая что-то светлое и теплое, волшебное. И самое главное, вы можете преобразить его. Пусть всегда этих золотых солнечных лучей хватает на всех. Навыки плетения особой роли не играют. Главное было бы желание и ваша добрая воля. Но я думаю, что главное было бы, чтобы и солнце, в принципе, хотя бы было в этот день видно. Поэтому давайте сейчас узнаем, получится сегодня нам из солнца что-то поплести или нет. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 2 градуса. В Заречной группе минус 7 плюс 2. В южных районах до минус 1. В Вилюйской группе 17-13 ниже 0, в Нижнеленских 20-13 со знаком минус. В западных районах 19-5 градусов мороза. В Колымендигирской группе улусов минус 21, в Янских 23-15 ниже 0. На северо-западе до минус 24. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 0 градусов. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Штиль. Температура воздуха сегодня днем ожидается до плюс 7 градусов. Раз такая теплота сегодня в Якутске, то солнце, скорее всего, будет видно, поэтому плетем сегодня счастье, радость и позитив. Ну а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Мигрантам хотят перекрыть пути для заключения фиктивных браков и получения вида на жительство в России. Актуальный законопроект уже прошел первое чтение. В законопроекте прописаны предусмотренные случаи предоставления иностранному гражданину вида на жительство в России, если он имеет ребенка, рожденного в браке с гражданином РФ, постоянно проживающего в Российской Федерации. А также если у другого родителя, имеющего российское гражданство, есть ребенок с российским гражданством, постоянно проживающий в России. Кроме этого, в документе прописано, в каких случаях разрешение на временное проживание и вид на жительство у иностранного гражданина аннулируется и что является для этого основанием. В Якутии впервые начали проводить эндоскопические операции на позвоночнике. В рамках модернизации в этом году поступило новое оборудование. Было обновлено в том числе и высокотехнологичное оборудование. Это нейрохирургическая стойка и микроскоп. Метод лечения является современным и почти безболезненным. Теперь с помощью трансфораминального доступа все происходит через прокол диаметром в несколько миллиметров. И после такого лечения на теле остается разве что едва различимый шрам. В год планируют проводить более 100 операций бесплатно. Операция она проводится под можно проводить под местной проводниковой анестезией спинальной, и она проводится под
эндоскопическим контролем, то есть с одного разреза, тем самым обеспечивая малоинвазивность, так называемую. Входит эта эндоскопическая стойка, плюс специализированные инструментарии, которые позволяют обеспечить доступ, трансформинальный доступ обеспечить, при этом является как бы малоинвазивным доступом. Управленцы «Алроса» осваивают практики регулярного менеджмента. В корпоративном университете прошел тренинг в рамках программы развития достояния «Алроса». Сотрудники обсудили алгоритмы обратной связи, постановку задач и контроль качества их исполнения. Говорили о том, как, сохраняя рабочие отношения с подчиненными, корректировать их поведение. Полученные на тренинге управленческие инструменты применяют сразу на практике. Сегодня у нас были в работе коммуникативные навыки наши, их развивали, рассказывали, как делать лучше и как получать результат. Пробовали себя в тех отраслях, которые нам не свойственны, так скажем. В общем-то, очень много нового для себя узнали, как оно на самом деле работает в той отрасли, где с которой ты в основном не сталкиваешься. В якутской футбольной школе «Спартак Юниор» в эти дни свои мастер-классы дает прославленный тренер Алексей Лунин. С 17 по 22 год Алексей Леонидович был главным наставником молодежной сборной «Спартака», а в данное время работает тренером-методистом в Академии «Спартака». В Якутске он проводит тренировки, показывает новые комбинации и приемы на поле. Для юных футболистов приезд специалиста такого уровня является дополнительной мотивацией. Сам же Лунин высоко оценивает работу многих учеников школы «Спартак Юниор» и уверен, что при должном подходе и правильно выстроенной работе из ребят вполне могут получиться футболисты, достойные профессиональных клубов. Потенциал, конечно, есть, но, как сказать, у каждого свой, у каждого свои способности, да, у кого-то выше, у кого-то ниже. Это то же самое происходит и в топ-академиях Москвы, там, Питера, Краснодара. Всегда есть ребята, скажем, наиболее способные, есть у кого способности поменьше, но в целом здесь задача стоит из тех, у кого есть большие способности, продвинуть их на более высокий уровень, у тех, у кого они способности более малые, подтянуть и также развивать, продолжать. Многодетным семьям Якутии, находящимся в очереди на получение бесплатного земельного участка, предоставляется возможность получить взамен единовременную денежную выплату в размере 200 тысяч рублей. Эти денежные средства могут быть использованы для улучшения жилищных условий. Подробнее об этом нам расскажет специалист клиентской службы Центра «Мои документы» Юлия Капитонова. Доброе утро. Юлия, доброе утро. Да, ну мы уже сказали, что о многодетных семьях речь идет. Есть ли какое-то еще там подразделение, что вот кто-то конкретно из многодетных семей может воспользоваться? Нет, данную услугу, единовременную выплату в размере 200 тысяч, предоставляется управлениями социальной защиты населения при Министерстве труда и социального развития Республики Саха-Якутия гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Республики Саха-Якутия, имеющим 3 и более детей, вставшим на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно в соответствии с Земельным кодексом. Ну, то есть для начала нужно как минимум 3 детей, затем подать заявление, да. Чтобы вы стояли в очереди на участок. Ну и, соответственно, если вдруг хотите, получите 200 тысяч взамен этого участка. Да, совершенно верно. А направить выплату можно на определенные какие-то цели или просто вот дают компенсацию, да, грубо говоря? Денежными средствами данную услугу нельзя получить. То есть получается единовременная выплата взамен земельного участка по определенным направлениям. Во-первых, это улучшение жилищных условий, да, с такими видами целей, как, во-первых, это оплата первоначального взноса или вот оплата основного долга и процентов по кредитам, займам, в том числе ипотечным, на приобретение или строительство жилого помещения или жилого дома, на строительство или реконструкцию индивидуального жилого дома с привлечением строительной организации или без, на уплату цены договора долевого участия, также на оплату договора купли-продажи, также на приобретение жилого помещения или жилого дома. Второе направление – это подключение жилых домов к источникам теплоснабжения, включая подключение к сетям инженерно-технического обеспечения и приобретение необходимого для этих целей оборудования. Ну и в-третьих, это
приобретение по договору купли-продажи земельного участка. В общем, все, что связано с улучшением жилищных условий. Да-да-да. Да. А вопрос такой, да, если семья еще не стоит в очереди на земельный участок, Да, в случае, если заявитель не стоит в очереди на предоставление земельного участка многодетным семьям, то по данной услуге придет отказ. Нужно будет обязательно подать заявление на постановку в очередь электронно через региональный портал госуслуг e-якутия.ру. А можно ли купить участок, либо улучшить жилищные условия не на территории республики? По направлению приобретения земельного участка по договору купли-продажи можно приобрести на территории Российской Федерации, только если это голый земельный участок без жилого дома. Если же направляется на приобретение жилого дома, либо же жилого помещения, то объект должен находиться обязательно на территории Республики Саха-Якутия. ну, и главный вопрос, какие документы необходимы, чтобы вот услугой этой воспользоваться? Главные документы, обязательно необходимые документы, это, конечно же, документ, удостоверяющий личность гражданина, да, это паспорт в оригинале обязательно. Если обращается представитель, то документ, подтверждающий полномочия представителя, это доверенность, и также его паспорт тоже. Также далее необходимые документы меняются в соответствии с выбранным направлением. Например, на погашение кредита займа необходимы документы, как кредитный договор, справка кредитора о размерах остатка, договор ипотеки, если такой составлялся, прошедший государственную регистрацию, и реквизиты банка, куда будут направляться денежные средства. По остальным видам направления можно всегда проконсультироваться в офисах Центра «Мои документы» или же обратиться, позвонив в региональный центр технического обслуживания. Юлия, а можно ли подать заявление электронно? Дистанционно? Электронно, да, конечно, можно через региональный портал e-якутия.ру. Ну и такой последний вопрос в двух словах. Да, мы опять же говорим про улучшение жилищных условий. Есть разное количество всяких материальных, да, поддержек для улучшения жилищных условий, в том числе тот же материнский капитал. А вот можно ли эти вот средства поддержки, то есть материнский капитал и, допустим, компенсацию за участок в одно как-то соединить и использовать как первоначальный взнос, допустим? Да, конечно, если это все прописано в договоре, то можно все в одном кейсе. Да. вот это Замечательно. Да. Ну, я думаю, это весомый такой, знаешь, вклад будет, да, вообще в стартовый капитал, да, молодой семьи, либо вот если это не молодая семья, все-таки, мне кажется, ну, это хорошая помощь, и иногда действительно участок, пока дождешься, пока на нем дом построишь, зачем это? А деньги нужны здесь и сейчас, поэтому можно взять и получить эти 200 тысяч рублей. Да. Это очень удобно. Купить готовый дом. Например. Все верно. Почему нет, да? Спасибо большое, спасибо Юлия. большое, да, за эту информацию. Ну, а мы продолжаем наш эфир. Уже сегодня говорили, да, что отмечаем Всемирный день космонавтики, он же День полетов в космос первого человека. Но не одним этим праздником знаменателен на сегодняшний день. 12 апреля в мире отмечают еще и Международный день хомяка. Кстати, возможно, эти грызуны тоже внесли свой вклад в развитие космонавтики, но мы расскажем об истории вообще их одомашнивания. Все началось 12 апреля 1930 года, когда израильский зоолог Исраэль Арони по просьбе своего коллеги-ученого поймал в полях Сирии 13 золотистых хомяков. Большинство из них убежали, но Арони не отчаялся и придумал, как помочь хомякам размножаться в неволе. Это историческое событие положило начало одомашиванию хомяков, ведь до Арони никто не пытался их разводить и держать в доме в качестве питомцев. Хомяки завоевали сердца заводчиков не просто так, они очень чистоплотны, не линяют и не вызывают аллергии. Чем мельче хомяки по размеру, тем они шустрее и с большей вероятностью могут затеряться в квартире. Зато они могут жить группами. А вот хомяки покрупнее, тот же золотистый, будут драться за территорию, если подселить к ним соседа. Эти грызуны – ночные животные, они более активны в темное время суток и в сумерки. И если вы хотите пообщаться с питомцем, лучше всего это сделать с утра или вечером. Кроме того, за хомяками просто ухаживать. Достаточно регулярно кормить, чистить клетку и не беспокоить их во время дневного сна. Ну, а о других знаменательных событиях сегодняшнего дня узнаем далее. На календаре 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. По народному календарю Иван Листвичник. В день чествования Ивана и Иоанна русские люди пекли обрядовое печенье лесенки. Считалось, что это принесет домочадцам здоровье. Этот день в истории. 1242. Войско Александра Невского одержало победу над немецкими рыцарями на Чудском озере. Ледовое побоище. 1796. Наполеон Бонапарт в сражении при Монтенотте одержал свою первую серьезную победу.
1861. Александр II издал указ об учреждении в Санкт-Петербурге больницы для рабочего населения. 1961. Впервые человек совершил полет в космос. 1978. Принята 4-я Конституция РСФСР. В этот день родились 1823. Александр Островский, русский драматург. 1831. Людвиг Нобель, шведский предприниматель и изобретатель, брат Альфреда Нобеля. 1839. Николай Пржевальский, русский путешественник и натуралист. 1895. Игорь Там, советский физик, нобелевский лауреат. 1897. Валентин Катаев, советский писатель, поэт и драматург. 1912 год. Ефим Капелян, советский актер театра и кино, народный артист СССР. В 1949 году родился Юрий Куклачев, советский и российский артист цирка, клоун, дрессировщик кошек, народный артист. Именины сегодня отмечают Захар и Иван. Паша, недавно я задалась вопросом, а можно ли заниматься физкультурой в космосе? Собралась в космос? На самом деле уже много лет на этот вопрос можно ответить утвердительно. Да, из-за отсутствия гравитации на МКС тело космонавта во время длительных командировок может забыть о некоторых, ну скажем так, о некоторых своих функциях, необходимых для передвижения по Земле, то есть ногами, потому что отвыкаем, от этого силы притяжения. Поэтому на борту станции организован своеобразный тренажерный зал, позволяющий космонавтам поддерживать форму и легче после полета, адаптироваться к земной жизни. Паша, сложно представить это как они в невесомости, но при этом руки, ноги туда-сюда, вот так? Ну, там специальное оборудование, придуманное для того, чтобы в невесомости можно было делать. Но в первую очередь, конечно, идет упор на опорно-двигательную систему. Ну вот видишь, значит, физическая активность, она необходима везде, как на Земле, так и в космосе, да? Ну и, собственно, поэтому у нас есть постоянная рубрика «Утренняя зарядка», которая напоминает нам о том, что физическая активность должна присутствовать в жизни каждого человека и желательно каждый день. Ну что ж, мы с вами продолжаем функционалить дома. Первое упражнение называется скакалка или имитация скакалки. Ножки вместе, руки, локти прижаты к корпусу. Мы будем делать крутящее движение от локтя и добавлять прыжок от носочка. Поехали. В 30 секунд работа. Темп средний, выше среднего. Хорошее, крутящее, активное движение через локоть. Следим за дыханием. Несмотря на то, что это упражнение кажется очень простым, оно является одним из самых эффективных для работы на кардиосистему. Выполняйте его в правильной технике, и вы получите нагрузку уже с первого подхода. Следующее упражнение – это будут махи назад с колена. Отстраиваем корпус. Это упражнение можно выполнять как с прямых рук, так и с положения согнутого локтя. Мы будем сегодня работать с прямых рук. Исходное положение. Вытягиваем рабочую ногу, прямое положение. Стопа натянута. Опора на колени, которая находится в согнутом положении. У нас будет мах вверх и чуть-чуть в сторону. Мах вверх и чуть-чуть в сторону. На каждый подъем выдох, выдох. Следите за поясницей. Поясница здесь не включается в работу. Подъем только за счет ягодичной мышцы. Работаем 30 секунд на одну ногу, 30 секунд на другую ногу. Далее мы переходим в динамичную планку для проработки рук, мышц груди и спины. Бонусом будут работать мышцы брюшного пресса. Отстраиваемся в планку, упор на локти, ножки вместе. Если вы хотите снизить нагрузку, расстановка ног может быть шире. Мы будем подниматься и опускаться, меняя при этом каждый раз руки. Наша задача – удерживать корпус в статике. Работаем 30 секунд. Живот подтянут, ягодица подтянута, колено натянуто. Контролируем спину, исключаем положение домика. 30 секунд, работа завершена.
И завершаем, как всегда, наш сет мышцами брюшного пресса. Сегодня у нас будет полное скручивание. Как всегда, мы обхватываем себя за колено, округляем спинку, уходим вниз, позвонок за позвонком. Выводим руки за голову, колени сгибаем, стопа натянута. У нас будет подъем в верхнюю точку, где бедро и плечевой пояс встречаются в центре, можно сказать, в центре нашего живота. На скручивание выдох. Выдох, выдох. Работаем 30 секунд. На этом наш сет завершен. Повторяем его 4 раза. Между сетами перерыв от минуты до полутора. Занимайтесь спортом не только весной, но и летом, осенью, зимой. И у вас будет прекрасное настроение, и тело всегда будет в тонусе. Берите на вооружение упражнения данные, делайте их по утрам, и дни будут у вас всегда наполнены энергией. Ну а сейчас мы вот рассказывали, да, немножко затронули тему восстановления космонавтов после полетов. И вот российский космонавт Константин Борисов рассказал, как проходит этот процесс после завершения миссии на Международной космической станции, которая длилась почти 7 месяцев. Всем привет с планеты Земля. Так много видео я записывал, которые начинались со слов «Всем привет с борта МКС», что это, конечно, довольно неожиданно. Я хотел поделиться с вами тем, как проходит реабилитация, что я сейчас примерно чувствую и что меня ждет дальше. Сейчас примерно 16 или 17 сутки после возвращения, и физкультура заключается в том, что я плаваю, вспоминаю технику плавания, загружаю мышцы, но также много хожу. Мне очень нравится ходить. Ходить на самом деле проще, чем я думал. А еще давайте поделюсь с вами отличной новостью. Только что невролог снял запрет, точнее, на вождение. И я с удовольствием сегодня вечером сяду за руль машины и буду наслаждаться вождением. А еще, конечно же, смотрите, солнце светит, дорога вкусно пахнет, снег тает. Да, что нужно, чтобы сделать человека счастливым? Отнимите у него простые вещи на 7 месяцев, потом просто верните обратно. А первые 14 дней за мной довольно плотно наблюдали врачи. Каждое утро были осмотры, тесты, бесконечное количество анализов, снятие фонов. И уже начинались встречи с инженерами по обратной связи, так называемые разборы, на которых мы обсуждаем, что еще можно улучшить, чтобы двигать технику в будущее, чтобы улучшать процессы, процедуры и делать возможную жизнь человека в космосе более комфортной, более эффективной. На 15-й день врачи чуть-чуть снизили свою хватку, и вот сейчас еще неделю я проведу в ЦПК, а после этого мы едем в санаторий, где можно будет заняться полностью восстановлением, и наконец-то можно будет ощутить, что экспедиция завершилась, и можно просто посвятить время себе и семье. Вот такие у меня новости. Большой привет из Центра подготовки космонавтов. Желаю вам хорошего всем весеннего настроения. Богдан Булычев и команда проекта «Про путешествия» в январе 2024 года поехала в самую масштабную экспедицию года – «Россия-360». Это первая экспедиция, в которой колесная техника должна проехать вдоль всех сухопутных границ нашей страны. А это более 33 тысяч километров через 58 регионов нашей страны. И сегодня у нас в гостях экстремальный автопутешественник, рекордсмен, блогер Мирлан Туркменов. Доброе утро, Мирлан. Доброе утро, здравствуйте. Ну, в разгаре самого, получается, экспедиция идет, потому что в январе вот буквально мы уже встречались, говорили о ее старте, и сейчас может какой-то уже первые результаты, скажем так, пройти. Но вначале пойдем издалека. Давайте напомним вообще о команде, кто участвует в этой экспедиции, кто эти отважные люди. Костяк экспедиции — это руководитель Богдан Булычев, Евгений Шаталов, я, Мирлан, Олег Харченко, у нас Андрей Корх и операторы. Это вот костяки. И остальные участники экспедиции, они вот по этапам делятся. На сегодняшний день у нас 16 или 17 человек уже побывало в нашей экспедиции. Стефан Люканов, француз даже есть у нас. Отважная женщина Марина Галкина вот все время спрашивает про нас. Почему женщин не берете? Почему? Ну вот взяли женщину. И как там? Все успешно, говорят, женщина на борту? Я скажу, что эта женщина даст фору немногим мужчинам в этой команде.
То есть все нормально пока? Все нормально. пока, Отлично. да. Мы сейчас видим вот кадры, это уже свежие кадры, да? Неважно. Нет, это всё с равно ваших как прошлых, да? красиво, и А это Омикон, это Омикон. Это был тизер, да, мы когда представляли экспедицию, а новый кадр. Все верно. Но сейчас где находятся ребята? То есть полпути пройдено или уже большая часть? На данный момент пройдено около 10 тысяч километров. Сегодня ребята, вот утром трек смотрел, они находятся у Элени. Это поселок Уэлен, самый крайний восточный поселок. С поселка Уэлен там рукой подать до мыса Дежнева. То есть ребята сегодня дойдут до мыса Дежнева. И как праздник, это очень как бы примечательно. Всех, кстати, поздравляю с праздником. И мы, как бы, вот, как космонавты, как первооткрыватели, можем тебя так гордостью называть, потому что мы в этой экспедиции, все, что у нас с вами происходит, это было как бы первый раз. И мы как бы в открытый космос. Вот если считать просто вот, до космической станции на МКС 350 километров, около того, до мыса Челюскина, куда мы добрались за один календарный год дважды на колесной технике, вот 4 человека, да, это вот такой рекорд, который никогда не был, это первый раз. Но до ближайшего населенного пункта там 1000 километров, от мыса Челюскина до ближайшего. Остров Бегичево мы посетили первый раз на колесной технике. До этого никакая экспедиция туда не добиралась. Ну, как бы ледовая обстановка не позволяла. Вот, так и... Вот говоря про колесную технику, вообще в целом хотелось бы, да, узнать, на чем идет эта экспедиция. То есть это какой-то специальный транспорт. Вот буквально накануне мы тоже про одну экспедицию говорили, там вот вездеходы специальные. Или же обычный транспорт, ну понятно, что подготовленный, там усиленный чем-то, но тем не менее не спецвездеходы. Вездеходы у нас первый вот, арктический этап, мы выбрали вездеходе Бурлак. Это такие большие дома на колесах своеобразные. И там очень удобно, там можно ходить в полный рост. Вот наши кадры, когда вот это как раз наши свежие кадры. Вот, это у нас справа земля, слева Карское море было. И вот в них у нас есть своя кухня, там водитель и 4 спальных места, как в нормальном поезде купе, со всеми удобствами. То есть по-человечески ездите теперь, да? То есть быт, да, вот немножко... настолько комфортный, настолько вот вездеход продуман настолько так, что ездить можно комфортно. У него есть один только минус. Он ломается. Да, вы что? Ну, мне кажется, каждый транспорт имеет такой минус. А ломается по каким причинам? По погодным условиям или почему? По разным причинам. По разным. Он Ну, не ломается. рассказывает. У нас был свой график продвижения по Арктике. У нас вот из 10 тысяч километров на сегодняшний день у нас 8,5 тысяч километров это чисто без дорог. Просто вот по Арктике. Мы берем азимут, направление, вот, рисуем карту, вот как идет, вот так идем. И вот у нас как бы свой темп движения есть, мы как-то там пытались выстраивать маршрут, график. Бурлак нам говорил, нет, по-моему, поедем. Еще сомнением в своей машине. Собственно, любая экспедиция — это что-то новое, открытие, какие-то цели, задачи, достижения. Вот на данный момент уже что-то новое для себя открыли или что-то, возможно, уже, знаете, галочкой поставили, что новый рекорд? На данный момент мы возможно, открыли 2 острова маленьких, возможно, один пролив, не пролив, а как-то так, мусок или лагуна, или как-то. И еще какие-то вот кигеляхи у нас называют в Якутии, их это вот какие-то камни, которые вымывают остальных. Вот. Там как раз нашли 12 штук, и ребята... Священные какие-то, наверное, будут места потом. В честь своих имен как-то так словно дали. А так, да, первых открывателей, вот по чистой Арктике много открытий сделали, там вот много точек, где можно галочку сделать и отдать на разработку компании «Чистой Арктики». И очень много, на сегодняшний день, по-моему, 50 с чем-то терабайтов материала снято. Все это обрабатывается, и вот к концу года, наверное, все это будет выходить потихоньку. Эфиры, да? Да. Вот, в принципе, сейчас, если я не путаю ничего в географии, местонахождения экспедиции в данный момент, и много разговоров про Арктику, как бы охватился север очень хорошо. Естественно, были, возможно, какие-то встречи с людьми. Вот можно немножко рассказать про людях на севере, какие они? Вот прям на севере, на севере. Может быть, есть какие-то были маленькие вот, совсем деревушки? Да, нет, вот как бы карту смотришь, она же пустыня стоит, а на самом деле север вообще уникален тем, что там везде есть люди. Вот деревни есть, полярные станции. Мы на этот раз, по-моему, обошли все полярные станции, там за исключением там штук 3, которые находились вот. Один на остров Андрея, нас ледовая обстановка не позволила проехать.
Везде есть деревни. Вот, если взять, в частности, Якутию, Юкагир и Русское Устье, это такие уникальные деревни. Вот Юкагиры, там чисто юкагиры живут, там осталось их там около 100 человек. Русское Устье — это походчане, которые в 18 веке или 17 веке пришли и там обосновались. Когда Семен Дежнев изучал Якутию, он приехал в Индигирку, начал спускаться ниже по реке, сказали: о, а на вашем языке там кто-то говорит у нас. Вот, то есть там уже есть русские. Вот, они пришли по морю, а он-то по земле изучал. Таких на каждом уголке, вот по Арктике очень много, если мы будем проезжать. И люди совершенно уникальные. И никакая экспедиция вот со времен веков изучения Арктики без помощи местных жителей, местного населения как бы не обходится. И нам тоже очень сильно помогали. Мирлан, но у вас еще впереди 2/3 пути, да, по экспедиции. И примерно, когда нам ожидать эти контенты, когда мы можем вообще увидеть то, что вы там сняли, увидели своими глазами? Ориентировочно, когда будем запускать это все просмотр? Ориентировочно мы будем запускать это с января месяца 2025 года, потому что мы планируем все-таки завершить за один календарный год эту экспедицию. Где-то к концу декабря отчитаться президенту, что мы это сделали, мы прошли все. Как бы, и 25 года в январе выходит начинает контент. То есть это будет... сейчас нигде пока подглядеть мы не можем? Только в соцсетях участников. Хорошо. В прямом эфире, можно сказать, да? Вот. Ну, Мирлан, спасибо большое. Удачи, успехов участникам экспедиции. И пусть цели, самое главное, все будут Ну, а по окончанию ждем вас вновь в этой студии. Спасибо. Я надеюсь, что мы посетим всей командой. Поместитесь ли все? Должны поместиться. Студия большая. Вот. Спасибо еще раз. Ну, а самое время перейти к нашей постоянной рубрике «Полезный завтрак». Сегодня наш шеф приготовит шакшуку. Это не просто блюдо, это настоящее искусство. Сочетание сочных помидоров, ароматных специй и яиц, которые тает во рту. Многие считают, что шакшука — это вот то же самое, что яичница, но с добавлением томатного соуса. Давайте же разберемся, в чем же все-таки разница. Доброе утро. Меня зовут Андрей Краснов. Я шеф-повар ресторана Kitchen. И сегодня мы с вами приготовим шакшуку. Это еврейская глазунья. Первым делом нам нужно сбланшировать помидоры, чтобы снять с них шкуру. Я уже подготовил воду, нагрел ее до кипящего состояния. Делаем 2 поперечных разреза. И отправляем в кипяток на пару минут. При бланшировке самое главное не передержать овощи, не переварить. Это вообще нам нужно для того, чтобы шкурку легко было снять. То есть все, она уже сама отходит. Дальше берем репчатый лук и нарезаем его средним кубиком. Шакшука – это классический еврейский завтрак, подразумевает собой как бы глазунью, тушеную в томатном соусе. Вот. Ее можно часто встретить в ресторанах с европейской кухней, но не обязательно ходить в рестораны, можно ее приготовить дома. Готовится она достаточно-таки быстро, и ничего сложного в этом нету. Мы удалили сердцевину с болгарского перца, и перец также мы нарежем средним кубиком. Отправляем жариться лук. Отправляем томатную пасту. Ее нужно немножко обжарить. Обжарить для того, чтобы она сильно не кислила, добавляем сахар. Он перебивает всю кислоту. Немножко прижарили и отправляем оставшиеся наши овощи.
Можно добавить сливочное масло по желанию. Маслом невозможно блюдо не испортить, поэтому это всегда хорошо. Для связки, для соуса, до сливочного привкуса. Поочередно начинаем вбивать яйца. Последний штрих — крупно рубленная зелень. Петрушка именно я взял. Наша шакшука готова. Ее традиционно подают сразу в сковородках. И к ней также идеально будет идти любой хлеб тостовый, но мы возьмем чиабатту. Потому что с чиабаттой она будет еще вкуснее. Наша шакшука готова. Всем доброго утра и приятного аппетита! Для того, чтобы продуктивно работать целый день, необходим не только полезный завтрак, но и полноценно необходимо отдыхать. В этом убежден житель Алдана Вадим Мазурок. Вадим Владимирович руководит районным управлением соцзащиты. Кроме того, он является народным депутатом Илтумен. А проводит досуг предпочтительно он очень разнообразно. Зимой это горные лыжи, летом охота, рыбалка, сбор грибов и ягод. Как удается совмещать многоплановую профессиональную деятельность с активным отдыхом, герой сюжета поделится с нами прямо сейчас. Спорт – это не просто хобби, это образ жизни. Именно так считает руководитель Управления социальной защиты населения по Алданскому району, народный депутат Илтумен по Алданскому округу Вадим Мазурок. Свободное время он предпочитает проводить активно, а главным его увлечением остаются горные лыжи. Так, в 5-й спартакиаде зимних видов спорта Якутии Вадим Владимирович завоевал 2 серебряные и 1 золотую медали. Вообще спорт – это, можно сказать, практически всю жизнь. Все, что сколько я себя помню, уже буквально со школы все перепробовал, наверное, все это, как обычно у мальчишек того времени, и футбол, баскетбол, чем только не занимался. Но основной, конечно, сейчас это горные лыжи, это, можно сказать, через всю жизнь у меня прошло. Туда уже втянула ребенка, дочка тоже занимается горными лыжами, поставил ее на лыжи. Поэтому сейчас у меня есть такой надежный напарник. Увлечение папы дочь разделяет в полной мере. С наступлением тепла семья тоже скучать не будет. Удовольствие, которое дарит короткое северное лето, невозможно перечислить. Это, конечно, у нас с семьей любимый вид отдыха, я думаю, как у всех, в принципе, алданцев, у многих, это поход в лес, то есть это сбор дикоросов, ягоды, грибы, охотой, охота это у нас так больше тоже как хобби. То есть нравится именно больше сам процесс, а не какой-то этот спортивный результат в этой части. Вадим Владимирович убежден, полноценный отдых необходим для того, чтобы эффективно решать профессиональные задачи. А таковых у него немало. Районное управление соцзащиты является одним из самых крупных территориальных органов Министерства труда и социального развития Якутии. Сегодня управлением реализуется свыше 70 видов мер государственной поддержки. Вообще социальная сфера, то есть это одна из тех сфер, которая именно должна отвечать именно потребностям нашего общества. То есть она должна отвечать, и она им отвечает. Например, если что-то меняется в целом в стране, естественно, мы максимально гибко на это реагируем. По мнению Вадима Владимировича, в социальной сфере застоя быть не может. Во-первых, постоянная помощь людям является залогом духовного роста. Во-вторых, багаж знаний требуется пополнять непрерывно. Очень идет большой объем информации по мерам социальной поддержки. Вводятся новые меры соцподдержки ежегодно. Для того, чтобы быть в теме и, скажем так, можно было бы, допустим, консультировать людей, то есть работать с людьми. В этом нужно постоянно обновлять свои знания.
Наряду с профессиональной деятельностью Вадим Владимирович занимается общественной и политической работой. Он является депутатом Госсобрания Илтумен по Алданскому округу. Эта должность также предполагает тесное соприкосновение с человеческими судьбами и жизненными ситуациями. Работа в соцзащите все-таки я хочу сказать, что это как бы очень хорошая школа в этой части. И, конечно, ты максимально погружен в проблемы и заботы людей. Зачастую с жилищными вопросами обращаются, то есть как бы приходят, вот, например, либо люди с инвалидностью, либо то есть проживал, например, там где-то в общежитии, либо, например, проживал с родственниками, бывают такие спорные случаи, уехали, квартиру продали, то есть необходимо жилье. И профессиональная деятельность, и политическая работа дают нашему собеседнику возможности для развития и самореализации. А трудности никогда не пугали и тем более не останавливали. Напротив, они необходимы для того, чтобы поддерживать интерес. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. А прямо сейчас передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. В Чурапчинском Улусе с 1 апреля началась операция «Жилище». Особое внимание в ходе профилактических рейдов будет уделено домам с печным отоплением, хозяйственным постройкам, включая частные гаражи и бани, местам проживания многодетных семей, маломобильных граждан и семей, состоящих на социальном учете. В период операции планируется установка автономных домовых пожарных извещателей АДПИ, а также особое внимание будет уделяться многодетным, малообеспеченным семьям и лицам, состоящим на учете. С начала года в Улусе зарегистрирован один пожар в частном секторе. Ущерб составил 3 миллиона рублей. Уважаемые граждане, соблюдайте правила пожарной безопасности в быту, не оставляйте малолетних детей дома, контролируйте отопительные печи, электропереборы и установите автономные дымовые пожарные извещатели. 2024 в Горном Улусе объявлен годом предпринимательства и туризма. Идет нацеленная плановая работа в этом направлении. Один из вариантов работы для развития туризма – охоттуризм. Так в районе прошел круглый стол на тему перспективы развития охоттуризма. На сегодняшний день есть около 20 охотничьих угодий. В ходе разговора выявили возможные варианты работы в этом направлении, концепцию экологического туризма и рассмотрели охотничий туризм как перспективу эффективной хозяйственной деятельности. У нас есть все предпосылки для развития охотничьего туризма. Территория наша очень большая, почти больше 90% состоит из охотугодий. И есть развитая транспортная схема. Наши охотхозяйства готовятся и готовы заниматься этим делом. Подвели итоги традиционного конкурса в рамках Дня сына в Якутии. Всего по нескольким номинациям наградили лучших конкурсантов, которые имеют высокие достижения в спорте, олимпиадах и творческих направлениях. Организаторами выступили региональное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России» совместно с Дворцом детского творчества имени Фаины Авдеевой. В этом году заявки на участие подали около 100 юношей из разных уголков республики. Напомним, День сына в Якутии отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. Его учредили в 2017 году в целях укрепления института семьи и семейных ценностей. В целях воспитания наших мальчиков, их интеллектуальных способностей, патриотических чувств, мы организовали смотр номинаций республиканский. Это 6 номинаций. Интеллектуал года, первая номинация, спортсмен года, волонтер года, мастер золотые руки. И для детей с ограниченными возможностями здоровья мы утвердили одну номинацию, которая называется «Мир моих увлечений». Юные каратисты Алдана вновь покорили вершины мастерства. Ребята представили Якутию на Дальневосточном межрегиональном фестивале боевых искусств, который прошел в Хабаровске. В рамках фестиваля проходили соревнования по 10 видам единоборств. Наиболее массовой стала площадка по киокушинкай. В алданскую команду вошли 7 спортсменов. Самым юным участником стал первоклассник Арсений Варварич. Сборная выступила весьма достойно. Победители Дальневосточного фестиваля боевых искусств в сентябре отправятся в Анапу, где пройдет всероссийский турнир по карате.
4 заняли 1 место, 1 2, 1 3. Это по дисциплине кумита, это свободные поединки. По дисциплине ката, формальные упражнения, у нас ребята заняли 2 2 места. Такие вот крупные турниры, они мотивируют детей, потому что команда у нас сильная, есть чемпионы, призеры дальневосточных, всероссийских, международных турниров. И именно им нравится проявлять себя и состязать на самых высоких турнирах. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Ну а в это воскресенье мы вновь насладимся прекрасной атмосферой танцев. В проекте «Танцуй» — это одно из самых ярких шоу на нашем телеканале. 2-го сезона зрители ждали с нетерпением, и к нему танцоры готовятся каждую неделю. Ведь это не просто танец, а целая история под красивую музыку, когда на сцене постоянно меняются костюмы и декорации. Ну а цепляет людей такое шоу, конечно же, своей яркостью и зарядом положительных и ярких эмоций. Сегодня в нашей студии 2 участника проекта. Это тренер, хореограф, руководитель танцевальной студии Олеся Маливаник и инженер службы новостей Александр Трофимов. Доброе утро. Доброе утро. Так, ну для начала, Паша, необходимо отметить, что это одна из самых обсуждаемых пар. Несмотря на то, что всего было 2 выступления, да, у них больше всего вот именно про них вопросов. Медийку уже прокачали, да, получается. Лайков и так далее, да. Как вам такое внимание для начала? Давайте. Олеся? Но придя на проект, как бы я сразу уже поняла, что это же шоу. Да. Вот, поэтому что-то такое традиционное я сразу сказала, что я делать не буду. Вот, и ну как-то получилось так. Ставя вот последний танец, я сразу понимала, что, наверное, немножко обсуждения будут, да, потому что это, ну, это не северный танец, я сразу сказала, это просто отголоски. Вот, но... Интерпретация. Ну, я так вижу. Да. Как бы так. Ну а раз уж ты хореограф, да, имеешь право поставить то, как видишь, правильно? И, собственно, вот мы сейчас видим эти кадры. Это, конечно, было такое фееричное выступление. Александр, каково тебе в роли вообще танцора? И, в частности, вот здесь, как чувствовал себя? Ну, это было очень необычно, конечно, да. Не в своей тарелке. Но я полностью доверяю своему хореографу Лесе. Она молодец. Ну а вообще, помимо этого, да, прошлое выступление, эмоции, переживания, впечатления от того, как выступили, как все прошло? Ой, эмоции, как сказать, да, зашкаливали, потому что было непонятно, мы станцевали хорошо или это выглядело как-то неподобающе, может так сказать. Но общая оценка моя была нормальная. На самом деле времени для тренировок вообще совсем не хватает. Да. Если честно, мы встречаемся, ну вот так по факту нормально, всего 2 раза в неделю. То есть и в субботу у нас только вот вечером прогон, потому что слишком плотный график, и как-то вообще не стыкуется у нас все. Ну, Олеся, ладно, Олеся хореограф, в принципе, я думаю, подготовить, выучить, это уже как-то, ну, проще дается. Нет, это нормально, нет, да. Конечно, у нас... Саша, как тебе удается в такие короткие сроки с таким малым количеством репетиций подготавливать? Дома, может, еще отдельно там тренируешься? Да, дома, конечно, тренируюсь. На работе, если получается, прошу коллег, чтобы они мне помогли. Потанцевали со мной. Заменили меня. И вот в перерывах, вот в этих перерывах вот я пытаюсь репетировать один. Это очень тяжело. Да, вроде вот, когда ты один репетируешь, ты, ну, понимаешь, что ты должен делать. Потом, когда приходишь на репетиции вот с Лесей, там начинается. То есть, когда встаешь в паре, сразу уже не то. Уже ругаться вчера начала, да? Да. Только вчера начала? То есть терпение хорошее, да? Да. Хорошо. Ребята, ну а в целом, вот, да, чего-то в жизни не хватало, чего вдруг решили принять участие? Потому что действительно это такой отважный шаг, и не каждого уговоришь, что принять участие вообще в каких-то реалити-шоу, да, либо вот в телепроектах. Саш, чего не хватало тебе? Танца, наверное. Да, логично, что танца не хватало, конечно, подвигаться, там, кровь погонять. Веселья не хватало, чего-то необычного. И вот вселенная меня услышала. Вот и веселишься теперь вот каждое теперь воскресенье. веселюсь каждое воскресенье. Вы же повеселились? Так, Олеся, а у вас?
Чего? Ну, это на самом деле не первый как бы, проект, да, такого плана, вот, но я иногда, конечно, задаю себе вопрос, для чего мне это все надо сейчас. Ну, я на самом деле в последнее время очень легкая на подъем, то есть, ну, предложили, я, наверное, даже недолго думала, хотя, в принципе, ну, можно было жить своей обычной жизнью. Вот. Ну, какой-то опыт, какие-то все равно дополнительные эмоции, там тоже хорошо. Ну а как вы оцениваете другие пары? Ведь там достаточно такая серьезная конкуренция у вас. Если следить за проектом, то действительно сильные есть участники. Вот мы сейчас видим кадры, да, и вы знаете, они все разные, да, но кто ваш главный соперник? На ваш взгляд? На ваш взгляд. Ну, на самом деле, я, наверное, для себя данный проект как какой-то конкурс, скорее всего, даже не оцениваю. Вот. То есть для меня это, вот, как я уже сказала, дополнительные эмоции, дополнительная какая-то практика, опыт. Вот. И я просто наслаждаюсь тем, что я делаю. Все. Наверное, так. То есть в выборе участия или победа вы выбрали участие? Да. Ты аналогично? Даже или... мы сегодня вот сейчас с ним говорили, да, мы же как бы первые конкуренты на вылет после последнего эфира. И будет ясно, вылетели мы или не вылетели в воскресенье. Говорю, Саша, говорю, самое главное сейчас просто достойно, красиво выступить, чтобы мы сами... То есть мне важно, чтобы я сама удовлетворила свои потребности, так скажем, да, а все остальное, как бы, ну, это уже, наверное, второстепенный план. Будь как будет, да? Саша, а ты следишь за другими парами или так За же? победой или за участием? Ну, конечно, внутри что-то хочет, чтобы победить, но я оцениваю свои силы адекватно, свои навыки, свою растяжку, можно сказать, да, к этому делу. И как бы, да, там очень серьезные есть люди, которые прям, ну, видно, что вот человек, который не танцующий, он очень быстро схватывает материал. Я так не могу, не получается. То есть быстрее обучаемый, допустим. Можно так сказать, да. А вот, ну, наверное, немаловажный вопрос такой, да, и в прошлом году, да, в прошлом сезоне тоже всем задавали, как близкие вот эту авантюру танцевальную, скажем так, восприняли, была ли поддержка, или кто-то сказал, куда вы лезете, зачем вам она надо? Да, все мое окружение сказало, молодец, давай, мы будем за тебя. Я сказал, ребята, спасибо, что поддерживаете меня. Я вас всех люблю, целую. А у Олеси как окружение? Они уже привыкли. Привыкли к тому, что, да, все время что-то новенькое, да, у вас. Хорошо, ну, а в целом, допустим, сегодня, да, вот, вернее, в воскресенье в это, да, допустим, если вдруг так случится, что вы вылетите из проекта, да, огорчение будет, еще есть силы-то, порох в пороховницах, чтобы двигаться дальше? Огорчитесь или все-таки как-то, ну, уже, допустим, свое получили? В принципе, ответ на этот вопрос уже был, что главное достойно выступить. Еще же будет танец, да, вот даже в любом случае еще один танец мы от вас увидим. Огорчения не будет, Саша? Нет. Точно нет? Точно. С Олесей продолжишь дружить? Конечно. Пойдешь к ней на танцы? Там не хватает мальчиков. Я заметил, что там не хватает мальчиков. Записываешься в ее студию и будешь плясать бачату, а почему нет? Хороший вариант. Он там у моих групп уже любимчик. Олеся, Александр, спасибо вам. Желаем вам удачи, успехов. Спасибо большое. Пусть будет так, как должно быть. Дорогие друзья, напоминаем вам о том, что в 19:00 в воскресенье на телеканале «Якутия-24» каждую неделю проходит наш уникальный телепроект «Танцуй». Посмотрите обязательно, поддержите понравившегося вам участника, проголосуйте, отдайте свой голос. Ну и, собственно говоря, уже совсем скоро мы узнаем, кто же станет победителем второго сезона. Ну а мы завершаем наш пятничный эфир. Не настолько прям совсем скоро, там несколько же этапов. Ну а мы завершаем наш Ну а эфир мы завершаем действительно по традиции, чем музыкой, конечно, мы завершаем. Вам отличных выходных, друзья. Сегодняшний день пусть пройдет легко, гладко и с улыбкой на лице. Хороших вам удачных выходных, прекрасного настроения и увидимся в понедельник. До новых встреч! hey, hey, hey.
tohčido sebeги bogini Jahve. Hej, 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 Chagare hoppe dedas hi mahagant ki kahdena degi hodet i mahna karte veske chi